13 липеня будет уже 5 годов, як загинул на Донбассе сапраўдны герой Беларуси, герой Украины и Эстонии Микола Ильин. А 12:30 в неделю будет импреза его памяти. Справа тем, что частиком пригадывают площадь Косця Калиновского 2006 года. Вот апошняе, что я памятаю из этой площади, когда меня подманом москали вытягивали про быцем бы американскую амбассаду, про американскую амбассаду, никто этого не ведает. Это как раз кадр, когда Микола Ильин лежит просто на площади Косця Калиновского. Бо на этой площади мы стояли тогда за всех. Тим ліку за тих людей, які голосували по дурості за Лукашенку. Бо голосов в Беларуси не лишили, не лічать и не будут лечить до того часу, пока Лукашенко при владе. И до нас ставились белорусов. Гэтая злочинная влада значно горше, чем ставится до зверов. Потому что вот когда зверы за кратами, то и у них есть отхожее место. Мы были позбавлены права на то, как мы имели некие туалеты. И вот опошний раз, когда спробовали пронести на нашу площадь биотуалеты, была жорсткая сутичка с аматовцами. И там были моцные травмы, отримал как раз Микола Ильин. Я его побачил только в травне в Киеве 2006 года. Разом з ним мы проводили тогда первую международную акцию Руха Солидарности разом, или простую, как не запрошали, как не ехали лидеры заходнего света в Санкт-Петербург, где мусило быть G8. Вот зразумело было и тогда, что такое Путин и что такое империя зла. И он поехал по тех 10 стипендиях, что выдавала эстонская уряд белорусской молоді, яка потерпела от репрессий в Эстонию. Там вывучился, отримал эстонское громадянство, ведал нескольким мовам. Была своя фирма, все кинул и поехал в 2018 году, заключил контракт с ЗСУ. Причем он не хотел забивать. Вот той упадок, который, может быть, показывает, в каком свете мы живем. Белорусский националист, который не хотел забивать. Але ж он выучился на медика и героично загинул на Донбассе, будучи морпехом-медиком. 5 годов тому назад, когда нарешті москали отдали его тело, я был на его поховании в Киеве. Это сапраўды было страшно. Жахливо еще было то, что когда было развитание з ним в костеле, он был католиком. Он сам пришел в Могилеве, он сам могилевский хлопец. До веры. Это был так само тяжкий шлях, как у кожного белоруса. Так вот, на труне было 3 стяга. Наш, он был белорусским националистом. Натурально, державный прапор Украины, его за Украину он загинул. И стяг Эстонии. А когда уже мы были на байковом крематории, там осталось только 2 стяга. Это было официальное мероприемство. Выступал и керівник ВМФ Украины, и посол Эстонии. Мне пришлось там выступать, хотя я вельми не хотел. И была жива его мать, он был один из сына. Она специально приехала с Могилева на похование сына. И яна дякувала за то, что гучала белорусская мова. Я цудоўна разумею, что зараз вельми шмат забитых. Колькі их уже никто не ведает, тем ліку колькі белорусов загинуло за Украину. Але ж будет 5 годов этой даты. Это была вельми громкая история. Можете поглядеть в интернете справа журавля, якую брал на контроль сам Зеленский, только от этого никакого сенсу не было. Абсолютно подло был забитый Микола Ильин, потому что группа шла по сгоднению с орками, как забрать тело. Была обстреляна, был поранен его побратим. И он один из группы застался уратовать побратима, и Миколу забили. И злочинством этой империи сапраўды нема межаў, бо калі повернули тело, были вырезаны все внутренние органы, как не было никакого следства, потому что прокуратура Донецкой области возбудила криминальную справу. И он был вельми хорошим человеком, шчырым, не засталося детей, як у шмат наших героев. Тому я вас вельми прошу еще раз,
наступную неделю, 13 липеня, будзе якраз 5 гадоў, каб пайшоў в небесную Беларусь сапраўдны герой Беларусі Мікола Ільін. Пайшоў зусім маладым. Калі ласка, приходите на имшу о 11:30. Костел Святого Александра на плясы Трех Крыжов. И приходите, коли ласка, на невеликую импрезу, где мы ушануем разом память Миколы Ильина. А 12:30 пляц Трех Крыжов, костел Святого Александра. Давайте будем разом. Бо люди живут до того часу, покуль люди про их памяты. И Беларусь живет до того часу, пока Беларусь памятает про своих сапраўдных героев. Микола все, что мог, уже зробил. Я думаю, что все-таки наступную неделю, перед вот этой акцией, какая традиционная, и после имши, мы все-таки будем разом в костеле Святого Александра. Бо и сам Микола не однойче казал то, что я кажу. Живе Беларусь! Живе вечно! Живе Беларусь! Живе вечно! Живе Беларусь! Живе вечно! Слава нации! Смерть ворогам!